Продолжаем дополнять информационную картину воскресенья. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Сегодня прошло совещание оперативного штаба по строительству объектов. Как продвигается строительство школ и детских районов в республике. С завтрашнего дня завершается навигация для маломерных судов в нескольких районах республики. Расскажем, где именно. Якутский кинематограф продолжает завоевывать награды на всевозможных конкурсах. Картина «Вертолет» стала триумфатором в конкурсе «Киношок». Глава Якутии провел очередное заседание оперативного штаба по строительству объектов, которые реализуются в республике по национальным проектам и государственным программам. В повестку вошли вопросы строительства школ и детских садов в Верхоянском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Мегино-Кангаласском и Татинском районах. О ходе строительства доложились представители районных администраций и сами застройщики. Айсан Николаев отметил, что проблемы, которые появляются при возведении объектов, связаны со слабой координацией работы органов власти различного уровня и застройщиков. Глава обратил особое внимание на обязательное обеспечение соответствия хода работ утвержденным графикам и на своевременное решение финансовых и технических вопросов. Первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий Берников вручил ключи от новых домов семьям из пострадавшего от лесного пожара села Бяськёль в Горном районе. Всего в селе восстанавливают 34 дома. Также продолжаются аварийно-восстановительные работы, которые идут по графику и должны завершиться к 15 октября. Работа идет, как она и шла с самого первого дня. Многие процессы мы организовываем параллельно, потому что по-другому нельзя. В такие сжатые сроки мы должны завершить не только строительство 34 домов и передать их людям, но должна приведена быть в порядок и улично-дорожная сеть, и сеть электроснабжения, газоснабжения, что и практически сделано сегодня. Дома заселяем поэтапно, по мере готовности. Жители наши работают с подрядчиками, принимают дом, высказывают какие-то пожелания, по ходу какие-то замечания. И сейчас этот процесс так и будет продолжаться. Также пострадавшим жителям села будет приобретена бытовая техника. Сертификат на 285 тысяч рублей заместитель председателя правительства Якутии Сергей Местников вручил главе Атамайского наслега. На эти деньги, которые выделила венчурная компания «Якутия», будут приобретены бытовые приборы. Вместе с этим зампред осмотрел место строительства 2 социальных объектов – школы и многофункционального культурного центра села Бяськёль. По словам зампреда, в настоящее время профильные министерства рассматривают планы финансирования на 2022-2023 годы. Перейдем к эпидобстановке. За последние сутки в республике выявлено 225 новых случаев коронавирусной инфекции. В столице региона зафиксировано 124 случая, 11 заболевших в Мегино-Кангаласском районе, 9 в Чурапчинском, в Мирнинском и Хангаласском районах по 7. 6 случаев выявлено в Вилюйском районе, по 5 случаев в Алданском, Намском и Усть-Алданском районах, по 4 в Верхоянском и Нерюнгринском районах. Еще в 20 районах республики от 1 до 3 случаев заражения. К другим темам. Подъем уровня воды на реке Лени прогнозируют в ближайшие дни на участке Витим-Пеледуй. На данном участке ожидается формирование максимума дождевого паводка с общим ростом около 2 метров. Также в результате выхода волн дождевых паводков на участке Витим-Саньяхтах в пределах Ленского и Алекминского районов отмечают суточный рост уровня воды от 10 до 70 сантиметров. В ближайшие дни ожидается подъем в центральных районах. Тем временем навигационный период для маломерных судов завершится в нескольких районах республики с 4 октября. Ожидается закрытие навигации в Абыйском, Алайховском, Верхнеколымском, Булунском, Среднеколымском, Нижнеколымском, Жиганском, Момском и Мейконском районах. Также с 11 октября навигационный период завершается в Алданском, Амгинском, Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском и еще в 12 районах республики и на территории Якутска и Жатая. Госавтоинспекция призывает автомобилистов начать подготовку транспортных средств к зимней эксплуатации. В целях снижения риска возникновения дорожно-транспортных происшествий автомобилистам следует поменять летние шины на зимние.
Также рекомендуется скорректировать стиль управления, переходя на более плавное и аккуратное вождение без совершения резких маневров. Согласно прогнозам Якутского гидрометеоцентра, в эти дни на юге, юго-востоке и в центральных районах республики ожидается мокрый снег и дождь с порывами ветра до 9-14 метров в секунду. В связи с чем возможно образование наката на дорогах, а также налипание мокрого снега и появление снежных заносов. Осенне-зимний период считается самым сложным временем для вождения автомобиля. Об этом можно судить по многочисленным дорожно-транспортным происшествиям, которые происходят в этот период. Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге возрастает в разы, поэтому водитель должен заранее снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекресткам. Необходимо воздержаться от поездки на личном автотранспорте, если он не подготовлен к движению по снежному накату и гололеду. Накануне в Нюрбинском районе Якутии на 762-м километре трассы Фат-Вилюй водитель, управлявший автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на дорожного рабочего. Водитель, следуя со стороны села Чапанда в сторону села Малыкай, при объезде препятствия совершил наезд на гидромолот с последующим наездом на дорожного рабочего, который устанавливал барьерное ограждение. 27-летний рабочий получил компрессионный перелом позвоночника в нескольких местах, ушиб внутренних органов и другие травмы. Пострадавший был госпитализирован в хирургическое отделение Нюрбинской ЦРБ. Сам виновник ДТП не пострадал. Сбербанк запускает образовательно-информационный проект для людей старшего возраста «Школа цифровых навыков». Проект на простом языке через доступные форматы рассказывает о необходимых цифровых сервисах и услугах, обучая их применению в повседневной жизни. Программа стартует на сайте активныйвозраст.рф и направлена на развитие конкретных цифровых компетенций у людей старшего возраста и решение конкретных задач. На старте в школе будет доступно 4 курса, посвященных темам здоровья, финансам, быту и развлечениям. Перейдем к новостям спорта. В Осло, в Норвегии, проходит чемпионат мира по вольной борьбе. 3 из 6 якутян, представляющих разные страны мира, не Россию, выбыли из соревнований. Из гонки за призовые места выбыли Николай Охлопков, Андрей Беркренев и Эдуард Григорьев. Осталось следить за успехами еще 3 – Владимира Егорова, Раяна Тюрина и Нюргуна Скрябина. Юношеская сборная России по пауэрлифтингу заняла 1-е место в открытом чемпионате мира в Швеции. Спортсмен из Верхневилюйска Богдан Прокопьев завоевал бронзовую медаль в составе юношеской сборной России в дисциплине классическое троеборье. На традиционном чествовании победителей в постоянном представительстве республики в Москве побывала и наша съемочная группа. Нынешний чемпионат мира по пауэрлифтингу должен был состояться в Минске. Но в последний момент организаторы перенесли главный турнир из Белоруссии в Швецию. Для якутского атлета Богдана Прокопьева решение федерации отчасти помешало установить запланированный личный рекорд и занять 2-е место в престижном весе 120 килограмм. Медаль была близкая, можно сказать. На тяге, чтобы победить на 2-е место, 332,5 килограммов тяги не удалось удержать. Хват подвел, как можно сказать. И серебряная медаль из рук выпала. Поэтому 3-е место. Богдан Прокопьев завершает юниорский этап своей спортивной карьеры. Он тренируется в Якутске и Верхневилюйске, а своего личного тренера Антона Солодова Богдан нашел через социальные сети. Перед крупными соревнованиями они вместе оттачивают спортивное мастерство. Следующее соревнование, скорее всего, уже у нас будет по взрослым. И там он тоже имеет возможность попасть в сборную России уже взрослую, что, естественно, самый высокий уровень. Поэтому задачей мы ставим уже на следующем чемпионате России выйти в 3-ку и постараться отобраться на чемпионат Европы, где выполнит норматив мастера спорта международного класса. И я уверен, что ему это по силам. Его вклад однозначно был сильный, так как 3-е место приносит много очков. Без него, скорее всего, мы не заняли бы 1-е место. Как товарищ, как человек, он хороший. Я с ним жил вместе в номере в одном. Там помогал везде, что надо. Он мне, я ему. Якутский атлет ставит перед собой амбициозные задачи и намерен бороться за медали чемпионатов страны, Европы и мира среди мужчин. По словам тренера, очень важно, что у спортсмена из Якутии есть поддержка его семьи, родного Улуса и республики. Туяра Константинова, Джур Березкин, Москва.
Лидер сборной России Сардана Трофимова пробежит сегодня один из старейших марафонских стартов Европы. Якутянка выступит на Кошицком марафоне, который ежегодно проводится в первое воскресенье октября. Международный марафон в Словении проходит с 1924 года и традиционно собирает один из сильнейших составов среди осенних стартов. В этом году в нем впервые примет участие якутянка Сардана Трофимова. Напомним, что в мае этого года она получила нейтральный статус. Этот старт станет первым после этого события. В последний раз она выступала в апреле на чемпионате России. С завтрашнего дня на телеканале НВК «Саха» стартует показ сериала «Камень счастья». Режиссером картины выступила Марина Платонова. Хронометраж картины 16 серий, каждая из которых будет продолжаться в течение 38 минут. Сценарист Сардана Сивцева Даана Сарт ранее отличалась такими работами, как, например, «Тайна одного лета». Сюжет этой картины повествует о строителях города Мирный в 60-е годы. Сериал охватывает 2 поколения. В данное время творческая группа завершила основной монтаж картины. У нас 4 октября у нас стартует сериал «Джолтаха». У нас рассказывает про работников алмазодобычи. Зрители ожидают новые локации, так как мы снимали в Якутске, в Мирном и в Хатасах. В сериале снимались очень много профессиональных артистов с Сахатеатра, с театра Ломхо и с театра юного зрителя. Якутская картина «Вертолет» Михаила Лукачевского стала триумфатором в конкурсе «Киношок». В центре сюжета история семьи, чей ребенок заболевает после приезда к родственникам в отдаленный северный поселок. Лента получила 4 награды. Главный приз фестиваля «Золотая лоза» за лучший полнометражный фильм, приз за лучшую режиссуру, приз имени Княжинского за лучшую операторскую работу, а также диплом прессы. Простая и пронзительная история говорит с нами на актуальную для Якутии тему. В регионе, где добывают алмазы, до сих пор есть селения, оторванные от цивилизации. В одном из таких поселков родился и сценарист картины Иннокентий Васильев. Все, что происходит в картине, с его слов, есть в действительности, только облачено в драматическую форму. На этом это все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.